Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте, в студии Алиса Шамба. Мы продолжаем рубрику, посвященную победному сентябрьскому наступлению в ходе Отечественной войны народа Абхазии. 23 сентября подразделения Абхазской армии на Западном фронте продолжили успешное наступление. Освобождены здания средней школы номер 16, бывшего Сухумского райкома партии, второй поликлиники, кондитерской фабрики, завода газовой аппаратуры, химзавода и Сухумской телефонной станции. Абхазские бойцы приостановились на Старопоселковом направлении на подступах к зданию строительного треста номер 6, Новорайонском направлении УПТУ, Малого рынка и семейного общежития. Освобождена Сухумская гора и фуникулер. В это время на Восточном фронте 6-тысячная группировка противника, усиленная многочисленной бронетехникой и артиллерией, пошла на прорыв со стороны Ачамчиры по направлению к городу Сухум. Наиболее тяжелые бои проходили в районе сел Тамыш, Неуарху и Кындах. Но все же благодаря стойкости наших бойцов противник не смог прорвать оборону абхазской армии. Продолжаем выпуск. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 197 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 62 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 91 человек. Из них 89 подтвержденных на COVID-19 пациентов. В тяжелом состоянии 5 человек. Средней степени тяжести 33. Выписано 19 пациентов. 23 сентября в Гудаутском госпитале скончался ковид-положительный пациент 1959 года рождения, поступивший на автомобиле скорой помощи в реанимационное отделение республиканской больницы поздним вечером 19 сентября в крайне тяжелом состоянии с выраженными признаками дыхательной недостаточности. При обследовании была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония с тяжелым поражением легких. Утром 20 сентября больной был транспортирован в Гудаутский госпиталь, где, несмотря на интенсивную терапию и подключение к ИВЛ, 23 числа пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были тяжелые сопутствующие соматические заболевания, но до вызова бригады скорой он несколько дней лечился на дому. Это 8-й летальный случай с начала распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Абхазия. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Что необходимо делать, если вы почувствовали недомогание? Куда и кому звонить, чтобы получить квалифицированную консультацию и помощь? Рекомендации от главного терапевта Абхазии Анжелы Арчелия. У нас рост заболеваемости от того, что мы немножко халатно к этому относимся. Если мы всегда говорим с экранов телевизора, через радиовещание, что если пациент обнаружил у себя симптомы заболевания, он должен самоизолироваться со своей семьей. Это однозначно. И ни один врач участковый не отказал им в открытии больничного листа. Если поступил звонок, он говорит: я нахожусь на самоизоляции, что у меня жена, там, муж заболели, и мы находимся дома. То есть детей в школу не пускать. Если есть случай заболевания в семье, то они должны оставаться на самоизоляции. Связаться по телефону с участковым врачом поликлиники, с педиатром участковым или позвонить элементарно на горячую линию. Если мы этого не будем соблюдать, а пытаемся, подумаешь, 37 температура, авось пройдет. Да, для вас оно протекает легко, это заболевание, но вы можете вызвать тяжелое осложнение другого пациента, у которого есть соматические заболевания, что могут привести к смерти пациента. Не берите грех на душу. Если у вас есть симптомы заболевания, то вы связываетесь с врачами, своими участковыми, остаетесь на самоизоляции. А дальнейшее уже будут развиваться события по тому, как терапевт или педиатр с вас проконсультирует и расскажет, что с этим делать. Мэр Сухума Беслан Ишба подписал распоряжение о создании городского оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. В управлении здравоохранения столичной администрации состоялось совещание, посвященное улучшению схемы маршрутизации для жителей столицы, которая была разработана неделю назад. Подробности в следующем репортаже.
Начальник управления здравоохранения администрации Сухума Ирма Вауба отметила, что маршрутизация должна работать четко, без сбоев. Мы сейчас собрались с вами для того, чтобы выйти уже на окончательную версию этой маршрутизации. На совещании отмечалось, что у вируса есть определенный жизненный цикл, и потому участковые врачи должны принимать решение о проведении тестов после первой симптоматики. Тесты делаются на определенный день после первой симптоматики. Вот. И уже участковый терапевт, находясь на связи с пациентом, он дает сигнал в СЭС, что вот такому-то пациенту с такого-то дня есть клиника, вот такого-то числа надо взять тест. Таким образом, мы и разгрузим нашу лабораторию, и мы будем быстрее получать результаты анализов, и мы будем получать достоверные анализы в том смысле, что на второй-третий день с момента симптоматики тест может быть отрицательным. Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева отметила, что все проблемы с оперативностью при получении результатов ПЦР-тестов связаны с тем, что в Абхазии всего одна лаборатория, которая тестирует на ковид. Алла Беляева считает, что, судя по имеющимся результатам, сухумские поликлиники справляются с возложенными на них задачами с лечением пациентов. Процент госпитализированных не самый большой, и, спасибо Богу, процент умерших тоже не самый высокий. Это значит, что наше поликлиническое звено справляется с возложенными на него задачами. Поэтому именно для лечения результат анализа большой роли не играет. Особенно если мы его будем ждать 5-7 дней, а лечение нужно начинать фактически с первого момента, когда у пациента появились первые признаки заболевания. Главный врач скорой помощи Сухума Аслан Джоку отметил, что у них налажена четкая схема действий и уже по симптоматике способны определить, куда направлять людей. Население наше паниковать уже не будет. Почему? Потому что уже поняли, уже осознали, уже, извините, переживали и все вот приняли, что это вот наше с нами будет это все жить. И как бы и вера в медиков, и в нашу медицину вот появляется потихоньку людей. Да, есть отдельные частные случаи, когда люди в панику впадают там, в депрессию и всякое такое. Мы видим и успокаиваем, ездим, помогаем. Но это отдельные какие-то частные случаи. Заместитель главврача Сухумской клинической больницы проинформировал, что больница работает в строгом режиме, принимает только экстренных больных. Сейчас наша больница на строгом режиме, исключительно экстренных больных с угрозой для жизни. Амбулаторный прием строго запрещен в больнице. Это касается все подразделения. Ну и, естественно, в любом случае при приемном покое помощь будет оказываться. В Абхазии нет детей, которые тяжело переносят коронавирус. Об этом было отмечено на совещании. И тяжелых детей, к счастью, нет. Мы информацию получаем либо непосредственно от самих родителей, либо санэпидемстанция нам сообщает о том, что у одного из родителей есть подтверждено, что в этой семье есть ребенок, и мы дальше ведем контроль. Начальник управления здравоохранения столицы отметила, что мэр Сухума оперативно будет решать все возникающие вопросы, связанные с маршрутизацией пациентов. Мадина Абганба, Давид Авицба, пресс-служба администрации Сухума. Движение матерей Абхазии выражает обеспокоенность в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в республике и опасения за здоровье граждан, родных и близких ветеранов войны, большинство из которых уже находятся в группе риска. Матери, чьи сыновья погибли в Отечественной войне народа Абхазии, обращаются к президенту, премьер-министру, депутатам парламента, столичной администрации, общественности с просьбой продумать программу праздничных мероприятий в максимально ограниченном масштабе, предупреждая скопление людей, чтобы обезопасить граждан и гостей, приехавших разделить с народом Абхазии радость Дня Победы. В республиканском унитарном предприятии «Черноморэнерго» прошло расширенное совещание с участием руководителей районных филиалов. На встречу также была приглашена вице-премьер-министр экономики Кристина Узган. В ходе совещания говорили об основных проблемах, которые испытывает энергетическая отрасль страны. Обсудили порядок исполнения постановления правительства о регулировании майнинга криптовалют, проблему веерных отключений, процесс налаживания учета потребляемой населением электроэнергии и многое другое.
Как мы с вами будем налаживать процесс контроля учета потребляемой электроэнергии, потому что в рамках подготовительного процесса к постановлению, которое приняли недавно, мы очень предметно этот вопрос обсуждали, потому что это, на мой взгляд, одна из первостепенных задач налаживания учета потребляемой электроэнергии всеми категориями потребителей. Такая работа нами была начата в 2011 году, когда за счет средств российской финансовой помощи и незначительным объемом мы участвовали своими финансами, имеется в виду из бюджета республики, была начата программа по установке приборов учета. Практически за неполных 4 года было установлено, если мне память не изменяет, порядка 18 тысяч приборов учета. В том числе охват юридических лиц на тот период был в объеме 100%, и мы постепенно начинали подключать население. Вот. Поэтому хотелось бы спросить, как видит Черноморэнерго реализацию этого проекта, возможно, частично использовав средства, поступающие в виде дохода от деятельности, связанной с майнингом криптовалют, и именно для этих целей. Может, Зураб Сергеевич, вы прокомментируете, как мы это будем делать? Когда перешли к безличным отношениям между оппонентом и компанией, платежеспособность выросла. То есть приборы учета показали себя хорошо, оплата по ним идет хорошая. Если взять в среднем оплату по физическим лицам, то получается, что по приборам учета именно удаленным, таким как АСКУ, оплата почти 90 с лишним %. Что опять же говорит о том, что опыт положительный есть, его нужно развивать. Мы действительно планируем это сделать. Часть средств, которая действительно будет поступать с легализацией майнинга, пойдет на эти вещи, на иные, которые связаны с жизнедеятельностью компании, безусловно, но и на развитие этой положительной, скажем так, тенденции по оплате. В частности, мы уже ведем переговоры с поставщиками с Российской Федерацией о новых системах учета, притом это приборы, которые будут видны здесь, у нас, в диспетчерской, безусловно, дистанционные. Да. Расширенный репортаж совещания в Черноморэнерго смотрите в рубрике «Амшек Шараяцу» после выпуска новостей. Президент Абхазии Аслан Бжаня принял заслуженного юриста России, доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой МГИМО, заместителя секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислава Гриба, который в эти дни находится в республике с визитом. Как сообщает пресс-служба главы государства, Владислав Гриб поблагодарил президента за прием и подчеркнул светлое, теплое отношение к Абхазии и ее народу. В рамках встречи обсуждались различные аспекты и перспективы абхазо-российского сотрудничества в разных сферах. Профессор пригласил Аслана Бжаня выступить перед студентами МГИМО. Президент принял данное приглашение. Кроме того, Владислав Гриб выразил готовность принять на учебу на бесплатной основе в Институт международного права и экономики имени Грибоедова несколько студентов из Абхазии. С Владиславом Грибом встретился и министр туризма Тимураз Хишба. Были обсуждены возможные направления сотрудничества. Владислав Гриб высказал намерение об оказании максимального содействия в законодательной, правоприменительной, научной, общественной деятельности Республики Абхазия. Крупнейший объект. Владислав Валерьевич, я рад вас приветствовать в Республике Абхазия. Мы давно с вами говорили о возможном вашем визите. Спасибо вам, что вы смогли приехать. Вы для нас дорогой гость. Спасибо. Мы знаем вашу работу по Общественной палате, по попечительскому совету Общероссийского объединения туристов. Знаем вашу научную работу в таком институте, как МГИМО. Для нас это очень важно. Надеемся на сотрудничество. Рады вас приветствовать в Абхазии от души. Спасибо, Тарас Владимирович. Я и мои коллеги, я так считаю своим долгом, окажут максимальную помощь в законодательной, правоприменительной, научной, общественной деятельности в Республике Абхазия. А как представитель Всероссийского общества туристов, попечительского совета, хочу сказать, что у вас огромный потенциал. Туризм, может быть, я ошибаюсь, подправьте, для Абхазии у нас сейчас основная и ключевая отрасль. И я знаю, что вы уже общались с вами в Москве, много делаете для развития туризма, для привлечения инвестиций. Это очень такая серьезная задача. И со своей стороны я постараюсь, чтобы и бизнес-сообщество, и научное
помогло и как в написании концепции по развитию туризма в Абхазии, так и в написании закона. И я считаю, что без нормальной концептуальной, законодательной базы очень сложно многие вещи сделать. Я надеюсь, что я как юрист и общественный деятель все для этого сделаю. Премьер-министр Александр Анкваб направил поздравительный адрес российскому ученому-микробиологу, академику Александру Николаевичу Куличенко, которому исполнилось 65 лет. Отмечая большой вклад ученого в развитие системы здравоохранения, его организаторскую и педагогическую работу, премьер-министр отметил, что в Абхазии высоко ценят регулярную помощь, оказываемую Александром Куличенко и Ставропольским научно-исследовательским противочумным институтом в поддержании благоприятной эпидемиологической обстановки в республике. Его особый вклад в развитие теоретических и практических занятий у абхазских специалистов – деятельное участие в оборудовании Республиканской бактериологической лаборатории. Абхазский государственный университет и Северокавказский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает создание международной научно-исследовательской лаборатории «Право, законодательство и правовая политика», а также реализацию образовательных программ с возможностью получения 2 дипломов. Документы были подписаны 23 сентября в АГУ ректорами высших учебных заведений Олегом Гварами и Дмитрием Беспаловым. Полностью. А я сегодня вижу, что приехали из Северо-Кавказского федерального университета во главе с ректором люди, которые хотят все поставить на ноги, с головы на ноги. Первое – это более тесная связь с университетом. Мы не помешаем, наоборот. Мы очень хорошо знаем, ориентируемся в менталитете, наших традициях нашего народа и так далее. А образование такая тонкая вещь, которая на это реагирует очень серьезно. Поэтому мы создаем не российские законы в Абхазии, а мы создаем законы, позволяющие нам находиться в российском образовательном пространстве с учетом наших национальных компонентов. Сегодняшнее соглашение, скажем так, во-первых, актуализирует намерения между университетами на плодотворное сотрудничество. Это, во-первых. Во-вторых, расширяет, скажем так, направление нашего совместного сотрудничества, имея под собой возможность как раз кооперации научно-педагогических работников в рамках проведения различных конференций, и не только связанных с юриспруденцией или историей, но и расширяя границы в рамках биологии, кавказоведения, поддержки и развития русского языка и многое-многое другое. Также это соглашение направлено, помимо вопросов кооперации научно-педагогических работников, и на, скажем так, обмен студентов, преподавателей в части международной академической мобильности, исходящей, входящей. Действительно, очень важно, чтобы университеты выступали равноправными партнерами, то, о чем, Олег Алексеевич, вы говорили при нашей отдельной встрече, и мы готовы будем придерживаться такого формата наших отношений. В рамках состоявшегося в АГУ мероприятия руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха наградил ректора АГУ Олегу Гварами почетным знаком за дружбу и сотрудничество. Хотели бы выразить признательность Олегу Алексеевичу, ректору Абхазского государственного университета, с которым мы тесно работаем, вручить награду Россотрудничества Олега Алексеевича почетным знаком за дружбу и сотрудничество. Эта награда позволит скрепить те соглашения, которые сейчас были подписаны.
Бизнес-делегация из Пятигорска, возглавляемая президентом Союза Пятигорская торгово-промышленная палата Ларисой Карташовой, подвела итоги трехдневного визита в конференц-зале отеля «Атриум Виктория». В мероприятии приняли участие абхазские предприниматели. Вот та площадка, которую организовала торгово-промышленная палата здесь, непосредственно в Абхазии, это прежде всего формат, созданный для вас. Это возможность не просто услышать и получить какие-то предложения, которые, возможно, в перспективе вы сможете развивать на взаимовыгодной основе, на долгосрочной основе. Это прежде всего живое общение, которое всегда заменяет формат онлайн-общения. То, что сейчас популярно и модно. Мы, несмотря на эпидемобстановку в республике, сегодня наши предприниматели нашли возможность и в силу занятости прийти и принять участие. Со своей стороны, мне хотелось бы каждого из вас поблагодарить за то, что вы пришли на нашу встречу, и вы видите в нас перспективу сотрудничества и развития наших двух стран. Отдельное спасибо хотелось бы сказать торгово-промышленной палате, которая стала для нас просто родственной душой в Республике Абхазия. Мы рука за руку идем и решаем те проблемы, которые возникают по продвижению наших совместных проектов. В Национальной библиотеке имени Ивана Попаскир прошла встреча с лауреатом премии имени Фазилия Искандера, писателем Владимиром Делбо и русским писателем, председателем Оргкомитета Международной премии Искандера Борисом Евсеевым. В мероприятии приняли участие писатели, поэты, литераторы и общественные деятели Абхазии. Репортаж Гугуцы, Вардания. Мероприятие, в рамках которого у абхазских и российских писателей была возможность представить свои новые книги, вспомнить о произведениях великого прозаика Фазилия Искандера и наметить планы, прошло в 3 этапа. Встреча в стенах Национальной библиотеки открылась воспоминаниями друзей и коллег о Фазилии Искандере. Фазилий Абдулович – это совершенно особое дело в нашем русском понимании. Для абхазов он свой, он здесь, он сидит под грушей, мы вчера там были, он сидит на веранде. Для нас он тоже там сидит, но для нас он все-таки русский писатель. И вот первое, что я хотел бы сказать, это то, что, учась у русской литературы, Фазиль Искандер очень многому научил ее. Во время беседы о великом абхазском и русском писателе гости цитировали строки из произведений прозаика, разбирали их и вспоминали истории, связанные с изданием книг Фазилия Искандера. Произведение Искандера «Созвездие Козлатура» в Новом мире. Да. Это был 64-й год, если не ошибаюсь. Ну и здесь была, конечно, бурная реакция руководства тогда. И в обкоме партии поручили написать разгромную статью в газете «Советская Абхазия». Ну, поручили, так тоже подошли политкорректно, поручили секретарю по идеологии Гольдинову. Но это была разгромная статья. И вот тогда отец мой написал в «Новый мир» в поддержку Фазиля Искандера. У меня до сих пор есть этот журнал «Новый мир», где он как раз говорил о том, что все, о чем пишет Фазиль Искандер, это реальность. Как отмечали участники встречи, благодаря произведениям Фазилия Искандера Абхазией стали интересоваться во всем мире. А в Краснодарском институте культуры даже планируют ввести такой предмет, как искандероведение. У меня дочка 2 недели назад в Московском университете культуры защитилась на кандидата наук и преподает в Краснодарском университете культуры. Я думаю, что моя мечта осуществится, и в Краснодарском университете культуры появится предмет, с помощью дочки, появится предмет под названием «Искандероведение». Я даже согласна его вести факультативно для вольнослушателей. Так что это будет единственный университет в России с таким названием. Во второй части мероприятия участники встречи перешли к презентации книг. Лауреат премии Фазилия Искандера, писатель Владимир Делбо, представил свое новое произведение «Рулетка судьбы». Я описываю как бы судьбу человека от первого лица, который, так сказать, вот я попадаю не на машине времени, а по другим каким-то возможностям, попадаю во времена Древнего Рима.
А что в этом странного? Значит, наши с вами предки, и абазги, и апсилы, и рядом живущие колхи, они служили Римской империи. Председатель оргкомитета Международной премии имени Фазиля Искандера Борис Евсеев приехал в Абхазию с подарками. Он передал Национальной библиотеке свои известные произведения: «Сергиев лес», «Пламенеющий воздух», «Чукотан», «Очевидец грядущего» и другие. Спасибо, дорогой Борис Шарикович, спасибо. Пожалуйста. Аплодисменты, смотрите сколько. Книги в дар библиотеке передал и абазинский писатель Олег Этлухов. На мероприятии также присутствовал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха, который вручил гостям памятные подарки. Встреча в нас в библиотеке завершилась круглым столом. Абхазские и российские писатели обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Гугу Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Культурно-благотворительный фонд «Ашан» открывает сбор средств на лечение 17-летней Анастасии Мухориной, у которой сложнейшая форма порока сердца. Насте срочно необходима операция по протезированию легочной артерии. Ее проведут в научно-исследовательском институте кардиологии в городе Томск. Стоимость операции составляет почти 950 тысяч рублей. 17-летняя Настя уже мама. Только наслаждаться счастьем материнства ей мешает тяжелый недуг. Настя борется с редким диагнозом – тетрадофалу, сложнейшей формой порока сердца. С рождения ее жизнь – череда хирургических вмешательств. Операции на сердце в 3 года, в 10 и 12 лет. К сожалению, в последние полгода болезнь вновь напомнила о себе. У меня боли в сердце. Они меня беспокоят. Полгода уже очень сильно как болит. Первую операцию я не помню, потому что мне было 3 года, а вторую и третью я помню очень хорошо. Вторая делалась в Москве, а третья в Томске. Срок протеза на сердце, который был установлен в ходе прошлой операции, истек, поэтому его необходимо срочно заменить. А пока мучительное ожидание, походы по врачам и сбор всех необходимых анализов и исследований. При данном виде порока проводится оперативное вмешательство в несколько этапов. Сейчас, в принципе, готовы помочь также врачи Томского научно-исследовательского института кардиологии. Необходимо провести репротезирование легочной артерии в условиях искусственного кровообращения, в связи с чем мы обратились к ним за помощью. В принципе, они готовы нам помочь. Данная операция ей крайне необходима, так как необходимо провести замену протеза в легочной артерии, что улучшит качество жизни пациентки, что немаловажно, в том числе и продолжительность жизни. Стоимость необходимой операции около 950 тысяч рублей. Эта сумма неподъемная для семьи Мухориных, и они очень надеются на помощь неравнодушных людей. Но больше всех выздоровления Насти ждет маленькая дочка, которая чувствует все переживания мамы и мечтает видеть ее счастливой и улыбающейся. Я надеюсь, что операция пройдет успешно, что я вернусь к своей дочке, смогу заняться ее воспитанием сама, что я буду проводить с ней время, потому что я очень хочу ее воспитать, я хочу видеть, как растет мой ребенок, я хочу отправить ее в садик, в школу и дальше. Я хочу просто видеть, как живет мой ребенок. Фонд «Ашана» обращается к благотворителям оказать посильную помощь в сборе средств на лечение девушки. Ведь Настя совсем юная, у нее растет ребенок, которому нужна любовь и забота. Подопечная фонда, которые однажды уже всем миром, всей республикой помогали, в 2014 году в очередной раз нуждается в нашей помощи. Ей 17 лет, в ноябре исполняется 18. Необходимо успеть до ее 18-летия собрать всю необходимую сумму на лечение. Нашу Анастасию уже ожидают в НИИ кардиологии города Томск. Один из ведущих кардиологов, сосудистых хирургов России, Евгений Владимирович Кривощеков, будет и делать операцию. И мы надеемся, что мы соберем всю необходимую сумму на дорогостоящую операцию. Одна надежда только на наших граждан, на всех людей, которые увидят репортаж, услышат историю Анастасии и не пройдут мимо. Самый легкий и доступный способ помочь – отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах пожертвований можно узнать на официальном сайте КБФ «Ашана». Давайте объединимся и спасем сердце Насти вместе. Эсма Гуладзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.
26-27 сентября, накануне Дня Победы и независимости Республики Абхазия, в Гагре пройдет 19-й международный теннисный турнир «Большая абхазская шляпа» имени Сергея Багапша. Матчи состоятся на кортах Принца Ольденбургского в городском парке города. Сухумский водоканал сообщает, что в связи с ремонтом разводящей сети водопровода 24 сентября будет прекращена подача питьевой воды в Старом поселке по улице Эшба, в районе вокзала, по улице Адыгейская, на Виеме, в районе рынка и в центральной и нагорной частях города. Отключение воды планируется с полуночи до 18 часов. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем 24-29 тепла. Температура морской воды плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.